посмотреть сначала, блядь. Ну что, посмотришь? Все, посмотреть. Свет. Опа. Опа. Пойдем глянем, что там загрузили, что разгрузили. Время 7 почти, без 5. О! Вот это ездить, да, будет? На тормозах. На тормозах это хуйня. Давай вот эту хуйню Его мать, она поместится. заделывать нам. Она поместится. Хотя вот этот край может не поместиться, блядь. Ну ты хочешь, что не поместится. Давай попробуем сначала, а потом, если что, закрепим. А, смотри там. Нет. Ну тогда... Не, все. Не закрывается ворот. У нас же толстые стены. Это же РФ. Они вот закрываются. Вот так вот должны, чтобы это быть. Вот Уступает. закрываются до резинки. Ну, давай. Подожди, только надо этот Подожди. вытащить тогда. Этой хуйни. Распорочки снимай сюда. До конца тогда до стенки и с этой стороны их поставим раствор. Да, пускай. Вам такие, наверное, редко приезжают, да, рефрижераторы? Нет? Все равно угол торчит, да. Толкай еще. Вот, сейчас, ну-ка. Чуть-чуть все подвинуть нельзя. Вот здесь вот прям как раз чуть-чуть прям вот не хватает, чтобы задвинулся. Давай попробуем. Нормально? Хуй. Вон насколько торчит. А, это воротин не закроется, да? Да, она вон насколько торчит. Так, не знаю, что ты думаете с ним. Что, подъезжай сейчас. Подожди. Или буду толкать его сильнее туда. Не знаю, как там. Тормоза эти включаются, блядь. Не выехал он, блядь. Ну, блядь, скажу ему, а то. А я прям потихоньку, чтобы на колесиках не вывалился, блядь. Давай. Потихонечку. Еще назад чуть. Все. Да не глуши, пускай работает. Я не глушу хуртом сейчас. Вот, блин, кошмар какой-то. Кошмар. Что, редко приезжает рефрижератор? Да нет. Приезжает. Что же так грузите, что он выступает у вас? Это наш Дорохтом. Барт на томке. Дубль 5. Третья попытка.
Бог любит троицу. Че, пошли? Вытащили. Вот ничего писать, блядь. Тут не выходит. Так открывай. Не выходит. Распорки пока поставим. А то, может, что-то писать будешь. Зря отъехали. Да хрен его знает. Да, подождем. Сейчас может на поддон это все переложит или что там, хрен его знает. Блядь, тут я потом. Давай подождем. Тишина какая-то. Вот он стоит рядом. Кто? Который выкатили. Поддон? Ну что, они не выходят? Ну давай назад тогда подъезжай. Выйдут, а скажут, блядь. Пойдем в машину. Вон там. Будем сидеть, выйдут нахуй, выйдут нахуй. Никого нету нахуй. Вот возле него. Он, главное, по ширине не помещается, он вот в этот упирается, в угол, блядь. Друг в друга они не помещаются. Они вот эти вот, наверное, видишь, выступают, и из-за этого... Хотя этот можно было сюда толкнуть еще. Я не знаю, что они, блядь, вот так толкнули и закатили бы его. А вот катается. А то они там, блядь, тормоза у них. Это они сами тормоза. Вон, смотри, как далеко уезжает нахуй. Можно вообще в легкую в сцену засунуть. Он должен 2 штуки ставиться. Что они там мост делают нахуй? Давай назад заедем нахуй, влазь. И будем сидеть в машине. Нихуя не хотят. Помоги, ебут нахуй. Ой, бля. Дубль 3 не удался. Заезжаем назад. Поддона нету. Что это такое? Так не бороться. Долго будут мозги ебать. Сейчас надо пойду спрашивать, что делать, не залазит. Стой. Чё? Блядь, все закрываем, блядь. Где-то красота. Где что ты раньше был-то, блядь, дружище? Че, не будут грузить, что ли? Не будут грузить? Не, ну, может подвинут там как-то и засунут, там надо 2 сантиметра. Просто это, видишь, он двигается, его надо было отодвинуть и сюда поставить его. Ай, Было бы нормально. наше дело. Маленький. Тут хуёвская. Ну, какая хурань, ставь все равно. Чё? Блядь. Ты ее наоборот перевернешь, чтобы он не падал у тебя, да и все. Поэтому я тебе искал, ты ее наоборот перевернешь, чтобы он не падал. Ты просто к стенке поставил бы, да и все. Да хрена ты хочешь? Выгнула. Не прижми их хоть получше, что он так болтать. О. Один здесь поставь. На этом поддоне.
Один на этом поддоне поставь. К серединке. Пошел за доками. Все, помчали. Иркутск. А? Последние 83, ну-ка смотри. Последний. Да все смотри, блядь, они последние, блядь. Давай. 004. 009 83. 009 83, да. Выехали в 8-7 часов. Не 7, какой 7? Время ж нахуй 8 час нахуй. Ну, написано 7. Нихуя. Вон время. Сколько, блядь, 10 минут, что ли, там, блядь? 16. Ох, блядь. Нихуя Документ-то я забирал, блядь, нахуй. В 7... Тебя за эти, блядь, 5 минут выебут там, минуту нахуй. Документ-то я забирал, блядь. В 7. Вот, час задержка нахуй. Ага, задержка. Задержка, блядь, 5 до значит, 6. блядь, Нет, он сказал. папой станешь, значит, раз задержку тебе, блядь. Поехали, блядь, хули, а? Чё? Дольше Подожди, сидеть блядь. будешь дольше. Поехали, нахуй. Телефон смотреть, блядь. Поедем, да. Куда торопиться? У нас час... Нет, а у нас с 6 до 7, он сказал. У нас уже час задержка нам. У нас погрузка с 5 до 6. Просто машин много было, говорит, мы вас не успевали. Ну, в 7 же, все правильно, что? Сейчас задержка тебе. Мороз такую красоту сделал, навел. Проехали 300 километров из Новосибирска. Так, докатили мы до Ачинска. Сейчас заправимся до полных баков. Покатим дальше. Да. Что такое? Откроем. Все нормуль.
Даже пистолет большой со шпангой. Нифига себе. Обычно на Роснефти. Все маленькое. Пошла жара. Холодильничек наш висит. Стоял на третьей колонке, блядь. На одной ДТ, блядь, повешенная табличка, что не работает. Второй, блядь, две ДТ. А, Он говорит, а что, ДТ у вас не работает, что ли? Подойди к первому пистолетику и внимательно посмотри на него. ну, блин, странно, блин, большой, здоровый пистолет, здоровый шланг, блин. На Роснефти, блин, обычно это везде мальяршные. Хватит. Все, тащи. Что туда залезло? Почти 400, 300. Чуть вперед. Да сейчас проедем, что? Да, я пойду гляну там. Да, сотку залезь. 100 закажем. А? Ну, по-моему, первая заправка, которая нормально это, да, заливает. Шланги, блядь. Ну да, и шланги, пистолеты, блядь, здоровые. Можно было больше заказывать. Не долил в тот раз, меня не прослушал. Теперь, блядь, мало. Кстати, литров еще 30, наверное, сверху выливать будет. Давай, давай, давай. Забрались. Прям дальше. Блять, засунул такой. Брось под перчатки, блядь. Там был. Брось пока под ноги, сейчас. Привет, привет. Прибыли мы в Иркутск. Время у нас, расскажу,
Время 15:10 местное, это 10 московское, плюс 5 часиков. Вот туда наложены ковшики маленькие такие, сиротские. Копнуть так копнуть можно. Все, наверное, на перевозку. Все нормально у нас. Быстренько проскочили. Дорога была нормальная, снега ничего не было. Вот, Озон написано, вход номер 1. Наверное, нам надо было сюда. Ладно, пускай напарник чешет, смотрит. Должны были приехать к 8 вечера. Приехали пораньше. Надеюсь, нас быстренько разгрузят и загрузят снова, чтобы мы обратно отправились. Потому что почему-то у нас сюда одно время движения, обратно то же самое расстояние на 10 часов меньше. В принципе, никаких пробок, ничего, заторов не было, заправка довольно-таки быстро. Мы уже подъехали, когда бензовоз сливался. Уже слился практически там. И машина, заправка нормальная была. Пистолет большой, шланг длинный. Быстро заправлялись машины. Как бы там, потеряли мы минут 30-40. То бишь, вот мы в 3 приехали, да, мы 5 часов сократили. Тут солнышко светит в Иркутске. 12 градусов мороза. Ночью ехали, было до 27, падала температура. Сейчас будем ожидать, дадим документы. Напарник пошел, сдаст. Что скажут, сразу разгрузит или не сразу разгрузит. Или до 8 скажу ждать. Че там? Че сиди, я уже замучился сидеть там. А? Кто ушел? Куда ушел? А что же нет? Пускай смотрят, выходят, срывают сами. Замело. Опять все фонарики. Потом с этой ямы еще выехать потихонечку надо бы. Болтики. Короче. Минус 12, прикинь, потеплело. По погрузке не спрашивал что-нибудь? Ничего, я говорю, вот только нашел, приезжай, припарковались уже, я говорю, я ебу куда припарковаться. И вот пришел, щелкнул и ушел опять. Ну щелкнул, а что, срывать что, как? А? Срывать нам, им? Не знаю, никто не сказал. Пока ходил. Ленточку нашел. Вон идет опять. Зачем? Открывать так, блин. Обобьются об стенку. Вторую. А что по погрузке у нас?
сразу будут или как? Нет, до вечера, короче. Можете вставать и спать. Потом еще скажем. Да, самое интересное, сейчас еще будем свои доебать. Все в снегу, номеров не видно. Сейчас свалимся туда, в ямку. Чпок. Надо тихонечко съехать и все. А кто-то оттуда сверху видно шел через В одну и вверх. Ивану надо было скорость, наверное, подбросить. Вперед! Блядь, жестко коллега попала. Что, Саныч, где? Что-то там ДТП где-то с горки спускался. Что-то там смотрел, парень молодой, что-то водила, блядь. Да, ДТП это. Сюда надо сбавлять на перекрестках, блядь. Вот так вот, за ДТПшку попал. Печку включаем. Что, это все? Я говорю, стыдно ехать, что никого просто не показывайте, не рассказывайте. Нифига себе. Круто. Ну, а что тут такое у нас разобралось? Что-то. Коробочка тоже. А как вот это разобралось? Я не пойму. Нет, это как разобралось? Надо эту. Дайте здесь поставь, хватит. Да давай поставим, что, какая разница. Я эту поставлю, сейчас еще одну еще. Сейчас по низу поставим вот так вот. Опа. Вот это загрузили, видите, сколько идем мощно. Нормально. Ничего. А вот мы как будто и не уезжали. Снова мы в Новосибирь. Привезли в Озон 4 поддончика. Идем сдавать документы. Все, здесь оперативно. Просто, может, никого нету. Он уже пломбу сняли, наверное. На 7-е ворота встанем. Разгружаться. Чтобы там разгружаться, правда, у нас 4 поддона всего. Быстренько скинут это дело. Документы заберем. И полетим. Ожидачную. Что, вы посмотрели? Что там не нашли ничего? Ничего? А там ничего и нету там.
Приехали. Открыли ворота. Сейчас напарник припаркуется. Вот машинка стоит, грузится. На 7-е ворота. Пустырь. Ветер, дубак. Кормилица наша.